Берсин да, ордусу берсин да. Беребиз деп а деген да обещать эткен. Берсин, эмне талада калабыз ушунча жыл иштеп. Вот, предоставить вам. Предоставили? Нет, Не пошли. не Внутри рынка. Вы послушайте, вы что говорите? Подождите. Это... Кондиционером Подождите. А вы куда нам? Здесь написано, что уже... Подождите. Конкретно мы вас переведем в другое место. А сейчас вы мне говорите, уходите. У вас же есть возможность. У меня договор закончился. Вы мне, когда договор был, вы меня записали, что у меня договор был. Слушайте. Пожалуйста, что-нибудь примите, там, кто, органы власти. Ну как вот оставаться на улице? Вот этот вот весь товар, вот куда мы его сейчас, на улицу? Мы его сами не съедим. Кара Балта шаарындагы базардагы павильондордун соодагерлери менен мэрия 2 жылдан бери талаш маселеге чекит кое албай келишет. Соодагерлердин айтымында мындан 2 жыл мурун шаар жетекчилиги базардын реконструкциялоонун алкагында алардын павильондору турган жерди бошотууну талап кылган. Да, вот мы сейчас хотим обратиться, да, не знаем уже, кому за помощью обращаться, ну, в общем, к нашим репортерам, телевидению хотим обратиться. И с помощью, по причине того, что у нас лишают нас возможности работать на наших местах, на павильонах. Вот. По причине того, что, в общем, здесь есть нюансы. То арык, говорят, нельзя стоять, находиться на этом месте. Но 20 лет мы уже стояли. Вот. Все время продление было договоров аренды. У нас свой павильон. Мы по договору работаем аренды с мэрией. И таким образом вот, они хотят убрать нас, потому что здесь арык, потом реконструкция города, нам продление отказали в договоре аренды, потому что реконструкция города. На документах ничего в письменном виде нам не предоставляют, только в устном, на словах говорят постоянно. Сначала было такое отклонение наше. Теперь арык. Тоже не предоставили документы, что арык просто алтын, в течение 3 дней вы должны убрать павильоны, то, что здесь арык нельзя стоять. А до этого 20 лет мы стояли, торговали, все было нормально. И вода проходит, мы не мешаем, когда запустили летом воду, они проверили, арык свободно проходит, никакой преграды нет, он очищен даже. Вот. И также вот они потом, у нас до этого был, мэр говорил, что построят нам павильоны и переведут нас. Вот уже эти павильоны почти готовые, потом нас уберут. Но теперь они говорят, что так как мы не пошли, мы год должны убрать были, за год павильоны должны были уйти с этих мест. Вот наш павильон, вот здесь вот, да? Вот продавцы у нас, санкнижки есть, по кассовому аппарату работаем. Пожалуйста, что-нибудь примите, там, кто, органы власти. Ну как вот оставаться на улице? Вот этот вот весь товар, вот куда мы его сейчас, на улицу? Мы его сами не съедим. Не распродадимся, не успеем за 1-3 дня. Все документы соответствующие у вас есть? Да, все нормально. Да, товары действительно у всех тут, а мы все работаем, нам доверяют уже поставщики. Вот ККМ, аппараты, все есть? Да. Еще там рыбный киоск вот у нас тоже. Я вот только начала раскручивать. Сейчас на улицу вся рыба пропадет. Я прямо не спала, ночь плакала, честно. Да, без работы. Он говорит, идите на завод работайте. Я тут 20 лет уже. Какой завод? Мы в торговле, мы привыкли уже, мы здесь работаем. У нас налоги, да, говорят, незаконно мы тут стоим. Как незаконно? Мы же платили налоги все 20 лет, 25 по документам. Да, мы же в мэрию платили. Значит, законно было до них, как они пришли, стало сразу незаконно. Это как? И когда у нас есть видео, Азагалиев приезжал, он ему сказал, не обижай наших бизнесменов, дай сначала им работу, потом переводи. Он так и сказал, я вам сначала построю, потом дам. Но когда все начиналось, договор аренды был у всех. Потом, когда начал по одному заканчиваться, никому не продлили. Не продлили на каком? На реконструкции города. На основании, вот у меня конкретно акт на реконструкции города. Я им говорю, покажите документ реконструкции города, что вы меня не продляете. Они не показали. Да, реконструкции города нету, они нам отказывают на этом. А вчера они приходят и вот нагло, мы вас снесем. И они вот, да, Маша, они нагло вот подходят, я вам сказал, уберете. Мы вас предупреждали. Мы же люди, а вы же для нас. Например, в администрацию Чуйской области обращались? Конечно, обращались. Ну как, Азагалиев, мы писали. Мы в прокуратуру, мы ГКМБ писали. И в прокуратуру писали, да. Нам сделали ответ, что пусть мэрия там как-то да, разбирается. Да, в Акимяте собрание, Азагалиев сам приезжал. И
Да, он там, когда приезжали, он сказал, что видео есть, он сказал, да, я всем вам сначала дам. Мы не хотели сначала, но теперь сделаем для вас. А теперь опять нас выгоняют в зиму, тем более. Ну зачем вы в зиму даже убираете? Вы же строить сейчас не будете. Вот туда пройдем, сейчас посмотрите, да. Они убрали еще весной. Там уже вот такой вот Никурайка, веник вот такой вырос. Это какое время надо? И ничего там не убрали. Вот сейчас пойдем посмотрим. И получается просто убрать. И мы чтобы тоже тут стояли. А как там все стоят? Уличная торговля. Везде беспредел. 25 жыл болды. Эми ушинтип чатак кылып атышат. Туура эмес да. Биз деген чоң бизнесмендерде эмес. Биз эптеп оокат кылып атабыз. Балдарыбызды, неберелерибизди багып. Мэрге деген ушер камокторду алгыла дегеннен дагы архитектурага барып план чийдирип алганбыз, өзүбүз кылабыз деп. Бизге улуксар бербей атат. Эмне кылабыз? То есть благоустройство боюнча Өзүбүз кылып алабыз деп убада бергенбиз. Эмебиз бар, планыбыз бар. Аны алып келбей калыптыр. Ошо ушу элдин баары эле ушу максаган адамдар. Эмне кылабыз? Эмне талап кыласыздар? Берсин да, ордубузду берсин да. Беребиз деп а дегенде обещать эткен. Берсин, эмне талада калабыз ушунча жыл иштеп. Баары документтин баары ордунда, нормальный. Бүт кейбирөө документ жок эле иштеп жүрүшпөйбү. Баарын төлөп келе атасыздар. Баарын төлөйбүз как положено по закону. Мы бы тоже упорядочили все, если бы только нам дали бы гарантию того, что нас не уберут, что мы вложились в то, что мы дальше будем работать. Честно, мы здесь уже я работаю 7 лет. И то, что нам хватает, это действительно на еду. Детей в школу собрать. У меня в этом году дочка пошла в 1 класс, и действительно обучение очень дорого стоит. Чтобы купить книжки, тетрадки, детей просто обуть, одеть, накормить. На большее мы и не работаем, и большего нам и не надо. Главное, чтобы безработица не была, и все. Соодагерлер өз каражатында павильондору турган чоң арыкты толугу менен тазалашканын белгилеп айтышты. Мындан тышкары алар реконструкциялоонун алкагында бир нече павильондор бузулуп, ордуна эч нерсе курулбаганын, бирок мэрия кыска мөөнөттө баардык шарттары бар жаңы павильондорду курууну убада кылганын белгилешти. Ну вот посмотрите, вот здесь уже год, наверное, открытая зона, да, ну почему бы вот тут не почистить? Вот тут летом заторы, вода выходит. Им что, нужно, чтобы чистота была? Вот, действительно, мужчина, пока, что тут творится, да? А там... Да. Но дело в том, что у нас же убрали это весной, рано, где-то, да. Если хотят почистить, пусть начинают отсюда чистить. А там-то не так, как здесь. Это просто им нужны, видимо, кому-то места. И все. Выгнали же их. Дома сидят, нигде. Им разрешили Вот торговать разрешили, этим, и бриль. всё. И то Остальных временно. все убрали. И то временно разрешили торговать, остальных всех убрали, они сидят дома. Смысл было здесь убирать, чтобы сейчас бардак тут был. И делать на следующий год, да. И нас уберут, и через год будут делать, а вы сидите дома. Так получается. Не дейдим, ушундай бар эле, ушундай болуп атат. Эмне кылабыз эми? Мына жастан бери ушундай болуп жатат. Сонун иштей беришмек эмне? Балдарын багып жылуу жумшак жата бермек. Эми билем десем, же биягы бүтпөй, же тиягы бүтпөй тигинтип жатат. Билбейм, эмне кылабызды да билбей калдык. Бир күн мурун мэриянын өкүлдөрү соодагерлерге келип, павильондорду атайын техника менен бузабыз деп жерди бошотууну талап кылышты. Буга нааразы болгон соодагерлер шаар мэрине кайрылышкан. Аларды кабыл алып, ачууланган соодагерлердин бардык суроолоруна мэр жооп берүүгө аракет кылды. Получается, пришел в 2019 году. С 2019 года со стороны архитектуры разрешительных документов не выдавалось. То есть со стороны архитектуры выдаются архитектурные заключения сроком на 1 год с последующей пролонгацией. Сейчас ни одного документа нет. Это со стороны архитектуры. Это получается, вот у владельцев павильонов нету документов? Нет. Со стороны архитектуры нет. Но они же говорят, что они работали уже, более 10 лет работают. Да, это в свое время надо. Более 20 лет. И они платят налоги, да. Вопрос действующих норм законодательства нашей страны. Мы уже 2-й год вам даем возможность, чтобы вы пересмотрели свои возможности, перенесли, обращались, постарались, чтобы решить.
Но, к сожалению, любые наши действия приводят к тому, что вы сразу обращаетесь к журналистам. Я еще раз говорю, эти места будущего нет просто. Кто бы мэром не работал, кто бы руководством не работал, нету будущего мест, этих мест. Будущего нету этих мест. Я еще раз вам говорю. Ваши сейчас шаги должны быть такими, что нужно убрать, нужно участвовать на аукционах, принимать активное участие, и будут возможности выигрывать и работать дальше. Спокойно, оплачивая арендную плату в наш бюджет. Соодагерлердин бири мэрден павильондорду бузуу үчүн белгилүү бир убакытка чейин күтүүнү суранды. Өз кезегинде мэр бул маселени карай турганын айтты. Вам надо было, когда сказали убрать, нужно было убрать сразу. Все. Подождите, куда? Никуда. Вы просто мне сказали, ничего не дадите. Места вот стоят. Кто будет Подождите, брать? смотрите, еще раз говорю, когда было... А? Вы предлагаете нас Ну на базар? Да. Ну вот, вам же говорят, то, что вот на базаре А- нас не потянет рейс. Эми рести мен чечип берем деп едим меня беле. тоже услышали. Мен Да и чечип как берем там рести. торговать под Мен открытым чечип берем небом, рести с сизге. 5 холодильниками, без кондиционера, с пылью? Какой Вы несоответствие? про Давай что сейчас сейчас? поедем с Поедем? товарищем, Да. посмотрим. Поедем? Какое несоответствие Поедем? на дороге и там. Да, поедем? Вы про что? Уважаемые, сейчас А там пригласим, открыто. подождите, пригласим всех государственных структур, МЧС, сейчас дадут заключение, сразу убрать, скажут. Давайте. Ну так же и вы нам предлагаете невозможные условия, которые в базаре. Вы слушайте, вам надо убрать коммерческие объекты. Все Но вы же на этом. дадите места. Вот участвуете на этих аукционах. Все. Иштеп турганда азыр сиздерге айтып атабыз, мына базар бүтүп калды, уже даярдан кылат атабыз. Эртең кандай даяр, мына сүтүмдү сата албай атам деп отурат. Вот вы говорите, что вы нам Ветер дадите мача, места. тувай. Вот вы говорите, вы нам дадите места. Да. Прежде чем мы вас уберем, мы вам от Ломоносова до этого построим. Теперь у нас договора заканчиваются. Вы нас выгоняете. Как? Вот объясните. Просто объясните, я уйду. Вот вы мне объясните, вы, если сказали, вы за свое сказанное не делаете, да, получается? Вот у меня есть видео, что вы мне говорите, конкретно мы вас переведем в другое место. А сейчас вы мне говорите, уходите. У вас же есть возможность. У меня договор закончился. Вы мне, когда договор был, вы меня записали, что у меня договор Теперь был. теперь слушайте. У вас сейчас, зачем вы паникуете? У вас Да как не сейчас паниковать? есть Вы- принять участие. Сейчас без места останетесь, мы все равно уберем, потом будете плакать. Ну, а что делать? Потом будете плакать. А что делать? Половину даже не хватит на нас. Вы обещали нам там дать туда Кто перенести, а сказал? теперь вы нам говорите вы аукцион. хозяин Ну вот как? рынка или Самар, руководитель ну вот как, города? вот давай вот ты скажи. Вы вас же уже говорили, есть Самар, решение вот уже. вы, Нуртай, вы Подождите. говорили. Вы даже не уважаете. Я вас уважаю, честно я уважаю. общаюсь уже. Мы же с Саматом же разговаривали. От скольки там начинается аукцион? А никто не знает пока. Да подождите вы аукцион, нам обещали там дать, а теперь нас на аукцион толкают. Сначала говорят одно, потом другое, потом скажут аукцион, другие выиграли. Значит, не отвечают за свои слова просто, и все, так получается. Видео показали, в прошлом году. Что, видео показали? Вот подождите. Мои коллеги, оказывается, с вами Хорошо. ездили О, по рынку и о, смотрели. о, Вы там, оказывается, сказали, что О. вот мы гарантируем вам Да. места О, со всеми условиями. условия есть? Да, и в Акимиате сказали. Вот они вот просто требуют. Вы можете гарантировать, что они вот Где сегодня гарантия? или Где завтра это написано? Покажите это видео. Я гарантирую. Покажите сейчас. Покажите. Я насчет внутри рынка, я был там, показывал Там место. Вы вообще сейчас ни о чем. Там как ни о чем. Нет, Там нет, Все люди работают. Все люди. Все люди Там работают. не работает, как стояли до вас, так и стоят сейчас. Давайте услышим видео. Послушайте, пожалуйста. Мы хотим упорядочить, мы хотим, наоборот, предоставить вам Вот, предоставить вам места. Предоставили? Нет, Не пошли? не Внутри предъявили. рынка. Вы Внутри даже рынка. слушайте, вы что говорите? Вы подождите, Со светом, подождите. с кондиционером подождите, вы говорите. вы подождите. А вы куда нам? Здесь написано, что... Подождите, вы послушайте. В то время даже у нас не были мысли
про этих комков там. Как? То время. Подождите, тут турсангар, Нет, тут тогда правда турсангар, не было. Потом он тут пообещал турсангар. в этом... Вы же нашу работу не знаете. Вы говорили, Вы от Ломоносова Качан, этого будете сегодня тут на Тургулачайна, вы Качан говорите. не обратились для рынка. Давайте потише, давайте. Вообще вы не умеете туда положить. Я просто, извините, сейчас взорвусь просто. Не надо так сейчас. Мы же не на суде сидим, правильно? Вы задаете вопрос, я отвечаю. Вот по Всегда вашим же словам, вот вопрос. сейчас Байгет сказал, да, что в течение 3 дней мы предупреждали, будет демонтаж, и только 2 человека сделали, и это они предоставили, да, и им дали эти павильоны. А что это, кто такие, почему нас не предупреждали? Мы вообще не знали, что это? такое. Да я Вообще тоже не в курсе. 3 дня. А потому что у нас демонтаж. нету... Да дома. тише. Это и Бела, Кто? и Бела. Исмаил, ты знаешь его? Что ты не знаешь его? Исмаил, да, он тоже стоит на Исмаил. цели отвода Алтын. Да, да. Виктор, И жена. как? Серкибаев. А почему мы не знаем, а они знают? Но Потому что это вы на не той читаете, стороне. вы внимания не обращаете на это, вы игнорируете. Они просто демонтировали, Договор. подождите, Да. девочки, Кто они согласен? просто, когда их предупредили, Они они сразу. просто демонтировали. Самые последние с нами Нас были, а потом предупреждали, сказали, нам что это говорили, то, что бесполезно. доп. Не, соглашение. вы Вначале были с Ну, я- нами. Я же вначале объяснил. Они сейчас по-другому это Шеф, подумают. можно, да, еще раз, да? Я еще раз вначале, вот еще раз вот собрались уже, да, вот я вам еще раз объясняю. У кого был официальный договор, заключенный с мэрией города Карабалта, на тот Сразу момент демонтировали. мы дали вам доп. Соглашение, чтобы вас перевести Двоим потом давали. на рынок Кирбен, который сейчас закончится. Вас все вы пришли, вы заключили доп. Соглашение, вы ознакомились, прежде чем что-то подписывать, человек ознакомливается, правильно? Там ясно написано, демонтировать свой павильон в течение 3 рабочих дней. Или календарных, я вот здесь чуть-чуть сейчас забыл. Исполнили этот пункт только 2 человека. А остальные вы все ссылались на то, что у вас есть молоко, там не можете продать, как делать, и все это оставили. Вы же не маленькие дети, чтобы мы за вами бегали. Если вы не исполняете, точно не читаете, мы что сделаем? На сегодняшний день вы не исполнили, и значит этот пункт не исполнен, автоматически расторгается этот доп. Соглашение. У вас в данный момент вы все незаконно стоите на этом объекте. Всё. Можно я уточнение дополню, Самат Сайфетдинович? Дело в том, что у них есть право аренды, а у кого права нет, они им не продают. То есть невозможно делать доп. Соглашение на мену. Вот эта разница немножко от Сайфетдиновича я дополню. Право аренды заканчивается каждый год. У нас уже всех законов. Стоп, если у вас Уже всё, закончится, никто не может. на сегодняшний день у До вас будет декабря. первичное право аренды, вы будете участвовать в аукционе. Все, точка. На сегодняшний день у вас права аренды нет. Нет, точка, все. Обещали дать, теперь аукцион, аукцион потом не дадут. Право аренды нужно Еще на борьбу Бирок биз говорят. участвовать эткенче иштеп турайлык деп суранып атабыз ошол жерде биздин коммуникатор алып салганда ал жер жөн эле пустой аңгыраган саңгыраган ичин баарына мусор таштаган ушундай жер болот Эжеке мына азыр мындай жок болду. мындай бир дагы бир калды эми биз мына аукционго участвовать этип эме биз действующий бизнесмендербиз алар кээ бирөөлөр бизнеси да жок жөн эле келишет алар клиент табышып антимкенчекте 1 жыл өтөт биз действующий бизнесмен биз сразу кирип эле иштеп кетебиз бирок Мелан Жекшемов дагы бир суроо да биз ошол жака киребиз мейли аукцион десеңер аукционго баарына эле катышабыз бүт баарына согласность бирок ошого чейин эми иштеп туралы бизди азыр алып салганда деле биз акчасы жок калсак бизди Кыргызстанда биз кедей болуп монуп жүрсөк силерге деле жаман силер мэрияда иштеп атасыңар адамдарга жакшылык кылайын деп эле турабыз жамандык кылайын деп эмес келгиле эле алып салабыз каяка барабыз сиз кайда иштейсиң билбейсиз өзүңөр Мен угуңузчу эме жана уже 2 жылдан бери айтып туруп бирок турсаңыз биз пока угуңуз. туруп турабыз Мени угуп туруңуз эми. Мени уккулачы айнанайын. Мени уккулачы. биз туруп турабыз Эже, бул сөз 2 жылдан бери айтылып атат. Биз азыр дагы айтып атабыз. Базарды бүтүп атабыз. Биз эми базарды бүткүнчө тургула дегенде силер дагы 2-3 ай турасыңар. 2 жылдан бери уланып келатат эже. 2 жылдан бери түшүнүп келатабыз. Сатып алыңыздар, иштеп туруңуздар. 3 күн беребиз, хорошо көз чумуп атабыз. 3 күн беребиз, дагы көз чумуп атабыз. 3 күн беребиз, дагы көз чумуп атабыз. Мына азыр павильондор бүтүп калды.
Bravo. Эми сиздер азыр сатып бүтүшүңүздөр керек. Даярданышыңыздар керек. Сатыш. Даярданып. Бирок сатып бүтүшүңүздөр керек. Азыр тиги киши айткандай биз биз эле калдык, биз жок болсок сүт жетпей калат дегенден алыс болушуңуздар керек. Сүт сатам дегендер толтурат. Керек болобу дыйкандардын өздөрүн алып келип саттырабыз, уюштурабыз. Эч кимди туттурсаңыз эже вообще мындай не деген немелерди түшүнбөй атам. Биз ким жумушсуз калса биз жумуштап беребиз. Иштеңиздер. Ишканалар канча ачылып атат. Жумушчу таппай атабыз биз. Өзүбүздүн мэрияга жумушчу таппай атабыз. Эң кызыгы, былтыр мэр сатуучулар менен базардан жолугуп, павильондорун бузуп салса, баардык шарты бар башка жерге жайгаштырууну убада кылган. Вы сейчас скажете убирать, вот вы в этом году по-любому. У нас кредиты по 5 лет. Мы сейчас даже вы нас перенесете, чтобы все понимают. Новую точку набить, зарабатывать деньги, это очень тяжело. Прежде чем убрать компи, мы с вами будем работать. Мы предоставим вам... Уважаемые жители, чуть-чуть... Бирок мэрияда өткөн жыйында Мирлан Жекшенов окуяны башкача түшүндүрүп, видеодо аукцион тууралуу сөз болбосо да соодагерлерди аукционго катышууга чакырды. Значит, те, которые говорят, что кто-то купил, кто-то взял, это все неправда. Это все неправда. Мы предоставим напрямую тем, кто услышали нас и составили доп. Соглашение. Это в порядке где-то 30 человек. Остальные 50 с лишним павильонов будут предоставляться через аукцион на равных условиях. Так гласит действующее наше законодательство. Чтобы не было таких слов, потом предоставили кому-то знакомым, там богатым, такого, чтобы не было, на равных условиях. Все имеют право, бедные, богатые, средний класс, все имеют право. Ни у кого ни копейки мы не просим, ни у кого. И не надо платить никому копейки. Выигрывайте, оплачивайте арендную плату, работайте дальше. Все, другой пути мы не видим просто. Сейчас нужно уже поставить точку на этом участке уже. Уже второй год уже мучаемся с вами. Ну, теперь можно вам сказать? Теперь можно. Ну вот теперь говорю я. Наш ряд имеет определенную специализацию. Специализация молочно-колбасные изделия. Они имеют сроки, реализацию, договора поставщиков, договора реализации. Сейчас вы нас, вот доп. Соглашение, уйдите, уберите. Молоко, оно прокисает. Сметана, она пропадает. Да, молодцы, хороший вопрос задали. Отвечу сразу. Отвечайте. 2 года мы вам давали, сказали, что вы продали все, чтобы не оставили вы товары. Вот вчера пошли, опять вводим. 10-й раз мы вам предоставили это. Ну, у нас 3 района обслуживаются. Московский частично, Жаильский приезжают, весь район. И Панфиловский здесь обслуживается. Вы поймите нас, они все кушать хотят. Мы завтра распродадимся, куда они пойдут. Поверьте, у нас достаточно коммерческих объектов. Нет, недостаточно. Молочной продукции у нас недостаточно. Мы без молока, без мяса население не оставим. Это вы говорите с точки зрения больших магазинов, глобусов и ярмарок. Вы поймите нашу специализацию, домашнее производство. Если надо будет, мы организуем ярмарку. Ну как, опять вы это представляете? Вы нам в прошлый раз также ярмарку предлагали, на базар зайдите, без холодильников, которые сметана имеет сроки годности, и вздывается, шапкой берется, молоко, ну 3-4 часа минимум. Уважаемые, я вас знаю, вы просто не хотите Я товаровед по образованию, я товаровед, хотите показать диплом? Не, подождите, вы не хотите потерять свое место просто. Да, мне 5 лет осталось. Подождите, мы вам предоставили места. Там есть электричество, там хотя бы 10 киловатт не закрытые тянет. места. Ой, это, простите, Аким, простите, пожалуйста, не так обратилась. В общем, вы с нами поговорили, вы повернулись и пошли. Бежит за нами следом базарком и кричит: я вас 6 по 5 холодильников не потяну. У меня нет столько мощности. Мы обращались в МРЭС, сами напрямую обращались в МРЭС. Нету. Ко мне обратились? Ну, потому что вы ушли. Вы
нашу Ну, я проблему не здесь- стали дальше решать. Так, Сергей, давайте вы. Давайте я скажу, можно, да? Смотрите, Коротко. все начиналось 2 года назад, когда были у всех договора, все платили. За доп. Соглашение я вам сейчас скажу. Когда вы все начали, вот у меня видео есть, вырезки, я все сделал. Вы говорите, что когда все начиналось, вы сказали, мы вас не выгоним, у меня есть ваши слова, мы вас перенесем в другое место. Когда у меня еще был договор, вы нас записали, что у нас все было по закону, все. Проходит доп. Соглашение, тогда еще не заключали. Проходит время, у меня закончился договор, там, я приношу, мне делают отказ. Доп. Соглашение я уже минус. Да. У нас нет доп. Минус, соглашения, и осталось по доп. Соглашению 3 человека, и то у которых вот сейчас вот нету женщины, завтра закончится, да, у кого-то вот на днях закончится. Получается, вы всех, все, вы обещали всем, но автоматически всех Вы письменно кинули. обратились? Обратился. У меня это все. доп. Соглашение. Мне На никто, доп. Соглашение обратились? мне никто не не приняли, потому что у нас нету аренды. Уважаемые, вы очень хорошо знаете. Когда здесь было, сказали так, вот девушка сказала, у кого Мне есть не надо аренда, говорить, сказали. тем, у кого нету, тем нету. Подождите, мне не надо говорить, сказали, это сказал, то сказал. У вас есть полное гражданское право, конституционное право. Обратиться письмом, отправить электронный обращение. Я вам верю. Либо Вы же письменно. сказали, Да. нет, вы же сказали, вы нас не кинете, вы нас не бросите. Вот сейчас Я вам покажу видео, где вы говорите, когда, и что вы мне говорите, что мы вам поможем, мы не уберем вас. Мы сначала построим от Ломоносова до того, Построили. мы вас туда перенесем, только потом уберем ваши магазины. Это были ваши слова. А теперь вы говорите, вы уходите, вы там доп. Соглашение. Мне конкретно доп. Соглашение никто не предлагал. Я по закону за месяц договор продления, мне по закону отказали на реконструкции города. доп. Соглашение лекте. Мне отказали на реконструкции города, все. И всем отказали. И получается доп. Соглашение у 3 человек, у кого остался Вот смотрите, договор. вот смотрите. Ну когда все начиналось, у меня же был договор, я с вами лично говорил. Вот смотрите, доп. Соглашение мы дали тем, кто там законно работали, на этом ряду. Так мы все На законно этом- работали, все подождите, налоги вы на платили. другом участке работали. На не каком? этом. На этом же я самый первый. И арык у меня нету от Козиной, На от 10 какой улице? комков сзади. На какой улице? Керемет, труда, вы что? Я первый. Ошол жерде жана трудоо трава глаза алдыбы? Жоқ, бұны демедім, просрочен жоқ. Все вы молочники. Вот у вас, вот не понимаю, вот вы нормальные вроде люди, да? Да. Да. Вот делаете вид, что ничего не знаете, вот как будто первый раз пришли. Как? Нет, подождите. Вам надо было, когда сказали убрать, нужно было убрать сразу. Все. Подождите, куда? В никуда? Вы просто мне сказали, ничего не дадите. Места вот стоят. Кто будет Подождите, брать? смотрите, еще раз говорю, когда было, А? Вы предлагаете нам, Ну нас на да, базар? да. Ну вот, вам же говорят, то, что вот на базаре А- нас не потянет рейс. Эми рести мен чечип берем деп едим меня беле. тоже услышать. Мен да и чечип как берем там рести. торговать под Мен открытым чечип берем небом, рести с 5 сизге. холодильниками, без кондиционера, с пылью. Какой не Хорошо Давай сейчас сейчас. поедем это, с Поедем, товарищем, да. посмотрим. Поедем. Какое несоответствие Поедем. на дороге и там. Да, поедем. Вы про что? Уважаемые, сейчас А там пригласим, открыто. подождите, пригласим всех государственных структур, МЧС, сейчас дадут заключение, сразу убрать, скажут. Давайте. Ну так же и вы нам предлагаете невозможные условия, которые в базаре. Вы слушайте, вам надо убрать коммерческие объекты. Все на этом. Вот участвуете на этих аукционах. Все. Жыйынтыгында мэрия мурдагыдай эле павильондорду сүрдүрө турганын билдирип, бирок 10 ноябрдан кийин баардык саудагерлерге товарларын жоюу үчүн убакыт берилди. Белгилей кетсек, алардын баары насыя алып иштешет. Аукцион ачык айкын өтпөй калат деп чочулашууда. Буга байланыштуу алар маселенин мыйзам чегинде чечүү өтүнүчү менен өлкө жетекчилигине кайрылышат. Өкмөт башчыларыбыз, биз Кыргызстандын жарандарыбыз, биз болсо көп жылдан бери ушу бизнесмен болуп, ушу жерде соода кылып иштейбиз. Убагында налогторубузду убагында төлөйбүз. Биздин комокторубузду биздин көйгөй ушу иштеп аткан
комокторубузду алып салып бизди каяка барсаңар ошол жака баргыла деп атат. Ошондуктан биз сиздерге кайрылганыбыз. Бөлөк жакшы жаңы павильондорду салып атат. Аларга аукцион объявлять этет деди. Биз баарына тең макулбуз. Баарына макул болобуз деп айттык. Бирок биз ошол аукцион объявлять этип бизди бөлөк павильондорго көчүргөнчөктү биз ордубузга эле иштеп туралы деп сурандык. Биз ушул сурааныбызды аткарып берсеңиздер, биз сиздерден ушуну суранабыз. Да. Хочу обратиться к нашему руководству страны, так как мы являемся тоже гражданами нашей страны, Кыргызстана, и мы здесь на рынке находимся, у нас частный, мы занимаемся частным предпринимательством, молочной продукцией, и получается так, что уже на протяжении 2 лет идется к тому, что хотят наши убрать павильоны, то есть лишить нас работы, так скажем, не предоставляя взамен нам помещения. Сначала говорили, что предоставят, но прошло уже год, сказали теперь за деньги на аукционной основе, там, на конкурсной основе. Но мы, простые жители, работаем молочными обычными продуктами, у нас оборот небольшой. У нас нет такой возможности, чтобы в финансовом плане, допустим, участвовать в этих конкурсах. И что нам делать? Пожалуйста, мы просим помощи у вас, обратите на нас, простых граждан, жителей вашей страны, нашей страны. Потому что нам некуда больше обращаться, чтобы мы как-то могли другие получить возможности работы именно в сфере торговли, именно по поводу павильонов. Чтобы мы могли на какие-то хотя бы места надеяться, чтобы мы не остались на улице, потому что вот таким образом люди остаются без возможности работать в павильонах, идет уличная торговля. Также мы, если завтра меня выгонят с комка, то есть уже выгоняют, убирайте свой павильон и идите, работайте куда хотите. Я буду вынуждена торговать тоже на улице такими продуктами, которые нельзя реализовать на улицах, просто торговать под открытым небом, на прилавках. Для них нужно помещение, это молочная продукция, она скоропортящийся продукт. Пожалуйста, просим вас. Если, конечно, мы знаем, что сейчас везде порядок, вы наводите, везде, всюду, все идет строительство, расширение в различных сферах в нашем Кыргызстане, но мы тоже не должны из-за этого страдать, поймите нас. Нам негде больше работать, кроме вот как на рынке. Поэтому просим помощи, пожалуйста, если есть такая возможность, чтобы вы могли посодействовать на законном все основании, помочь нам разрешить эту проблему, которая длится уже на протяжении 2 лет. И никакого у нас результата мы не можем прийти именно с нашими тоже руководителями Карабалты.